Эгей! Сегодня 8 ноября. Спустя практически месяц после возвращения с нашего северо-восточного направления мы отправляемся снова в путь, уже на юг, в сторону Кей-Вест, самой южной точки Флориды. Вот, мы сейчас только стартовали, вот, выехали, проехали буквально милю. Вот, прошел почти месяц, это уже 8-я серия, вы ее увидите, наверное, где-то через месяц, пока она будет в очереди стоять, но вы можете все это быстро увидеть, если подпишетесь на меня в Boost, ссылочки я оставлю. Вот, я наконец-то сделал страничку на Boost, и всего за 100 рублей в месяц вы можете иметь возможность смотреть видео сразу по мере их готовности. Сейчас, кстати, время уже 2 часа до заката осталось. Время перевели на зимнее, на час назад. И закаты сейчас стали ранние. То есть в 5:30 уже закат. Это очень рано. Вот, поэтому надо будет приспосабливаться потихоньку. Проехали всего 10 миль. Вот сейчас свернули на какую-то запретную тропинку, дорожку. Будем здесь ночевку искать. Все, поставили палатку. Вот. Палатки, запах такой, знаете, вот как будто домой к алкашам пришел. Просто в прошлый раз Эльдарка там описывался ночью, и нормально не просохло. И там такой запах. Я не знаю, знаете ли вы, что такое запах алкашской квартиры? Вот этой санины, вот перегаром, санины пахнет. У меня просто опыт в детстве большой был, общение с алкоголиками, потому что время такое было. Опыт очень нужный, важный. Пригождающийся в жизни. Знать, как хата у алкашей пахнет. Еще, кстати, мы сейчас Настю будем ждать. Мы забыли котелок с печкой взять. В общем, все кухонные принадлежности забыли. Просто у меня, когда я дома, всегда башка не варит. Вот, так что она приедет. Это недалеко, 10 миль мы от дома всего отъехали. Так что я ее встречу. И она мне передаст все эти оставшиеся вещи. Привет. Пошли. Что там? Все, пока-пока. Дочь, я тебя люблю очень сильно. Ты потом приедешь ко мне.
Фух, сегодня придется не готовить. Настя с Саечкой привезли нам курочки тут. Да, Дака? Вкуснотища. О. Встали на позицию тут. Будем ждать запуска ракеты, она вон оттуда зайдет где-то. Вон маяк видно. Мост. Блин, я сделал фотку сейчас, она не сильно получилась. Там такой таймлапс получился, очень быстрый. В общем, такая красота, там такая медуза, вообще шикарно. Я снимать не стал, потому что там все равно плохо было бы видно. Вон она летит. Вот, сейчас, может, запишем, как возвращается ступень. Вот сейчас она светилась. Вот сейчас там, ну, блин, вряд ли, наверное, увидим. Да, немного не видно, вон там полыхает немножко горизонт, а нам не видно. Но зрелище посадки ступени, она не менее зрелищная, чем сам запуск ракеты, в принципе. Я видел, вот, как она садилась вживую. Это очень круто. Все, доброе утро. Доедаем курицу вчерашнюю. Вот. Ночь была нормальная, в меру теплая, в меру такая, ну, влажно, конечно, ночью немножко. Вот. И первая ночь в палатке такая, она после домашней отсидки, она такая получается не очень хорошая. Всегда пока к палатке не привык. Плюс дома привыкаешь душ принимать всегда там перед сном. И хочется прям сходить в душ всегда. На фоне влажности еще. Вот. Ну, сейчас привыкнем быстро, нормально. Собираться неохота. Хочется лежать. Место такое классное реально нашли. Случайненько. Вот, ну что, сегодня задача проехать город Нью-Смирно. Вот она сейчас у нас будет лежать здесь. Вот, небольшой такой хороший городок. Вот, и надо будет заехать в веломагазин. Мне надо купить цепь. Мне надо поменять ее. Потому что, ну, надо было давно поменять, но я что-то как-то тянул. В итоге с такой цепью и поехал. На ней прям едешь и чувствуется, она плохо садится уже на звезду. Растянулась она. Надо поменять. Вот, и надеюсь, магазин будет работать, потому что сейчас Veterans Day, то есть День ветерана, ну, типа 23 февраля, короче, День защитника Отечества по-россиянски, вот, здесь Veterans Day. Притом Veterans Day тут отмечают, тут не просто защитник Отечества, а ветераном называют, если ты просто служил в армии. Вот, а тут армия добровольная, просто служил в армии, то ты уже ветеран. Вот. А в России, если ты служил, ты просто говно. Никто, блин. И просто придумали День защитника Отечества. Вот. Ну, почему я так легко об этом говорю и так смеюсь? Потому что я сам был в армии. Год я потратил своей жизни впустую, просто вложил в никуда. Вложился в говно, так скажем, блин. Вот, поэтому я могу смеяться, и я знаю, о чем говорю.
Кажется, производители прицепа вот этого специально рассчитывали так, чтобы можно проезжать было под шлагбаумом. Прям притирка в притирочку. Очень удобно. Я знаете, что понял? Если называть вот это мероприятие, вообще любое мероприятие, путешествием, это что-то так звучит. Легкое, поверхностное. А если назвать это экспедицией, то это уже звучит серьезно. Поэтому у меня велоэкспедиция с сыном. Теперь мы будем серьезные, а не вот эти ваши travel вайбы. Надо вообще всегда ставить себя выше обывателя. Вот. Люди это любят. Ну, говоря люди, я подразумеваю россиянина, потому что я не могу по другим судить. Моя аудитория россияне. Вот, и надо всегда себя выше ставить. Потому что у россиян в почете это вот чинопочитание, начальник всегда прав. Вот, когда ты ставишь себя на их уровень, они об тебя потом ноги начинают вытирать. Я вот это уже, это давно заметил, просто я об этом молчу как бы. Я всегда скромничаю, вот моя проблема во всех своих путешествиях, я всегда скромничаю. Да, что это там так, покатался. Всегда надо это преподносить как вау, это суперская велоэкспедиция. Ну, фактически это так и есть, я как бы врать не буду. Но главное не преуменьшать никогда. Никогда, потому что будут об тебя ноги вытирать, если ты опускаешься до какого-то уровня. Вот, например, взять Конюхова, да? Он сидит, власть не ругает, со всеми дружен там, церковь поддерживает. Хороший, послушный. Конечно, его будут там поддерживать и финансировать все путешествия. Вот пример, каким надо быть. А не сидеть, скулить, как я тявкаю тут из бугра, да? Вот сидит человек, все нравится. Главное, денежки ему там сыпят на путешествие. Ну а как иначе-то? Я надеюсь, что сыпят. Я надеюсь, что он не бесплатно как бы донаты не собирает, не попрошайничает, как я. Не подумайте, я не пытался оскорбить Конюхова, я просто как пример привел. Конюхов красавчик, молодец, он классные вещи делает, мало кто так сможет. Даже при финансировании мало кто решится на такое. Там на весельной лодке как бы через океан плыть, это такое себе удовольствие. Просто я тоже хочу путешествовать. Я хочу путешествовать по-разному, не только на велосипеде. Я тоже хочу получать финансирование так, чтобы не только хватало на путешествие, но ты еще мог заработать на дом, например, или еще что-нибудь. Это моя мечта, почему нет-то? Я всю жизнь хочу путешествовать. Вот мне говорят, и что, ты всю жизнь так будешь путешествовать? Да, почему бы и нет? Почему бы и нет, если я получаю от этого удовольствие? Зачем я буду страдать и мучиться, заниматься чем-то другим, чтобы помереть там в 50 лет от инфаркта, от стресса? Зачем? Я люблю это. Люблю свободу, люблю движение. Неважно как, неважно на чем. Я все одобряю. Поэтому, может, будем стараться к этому идти. Готов и один. Но лучше с детьми. Один я уже накатался. Вот нет у меня, к сожалению, коммерческой жилки. Вот нету. Вот не дано мне. Либо я не умею, не научился. Может, можно научиться этому. Вот я не про деньги вообще. Я про эмоции, про чувства, но я не про деньги. Я могу свою собственную выгоду финансовую упустить просто. Послать всех нахрен. Хотя бы другой сказал, ты что, дурак, зачем? Как в детстве говорили, ласковый теленок двух маток сосет, да? Мне все время это в детстве говорили. Я никогда этого не понимал и до сих пор не понимаю. Не могу я так. Нет, я понимаю, как это можно, но это против моего естества.
Да, все, зашли в магазин. Вот, Fox Firestone Bicycles. Купили цепь шимановскую на 9 скоростей обычную. $30, блин, стоит. Пришлось выложить. Буду сейчас менять. Он снял старую цепь. Буду одевать с этим. Все, поставил. Еще я поставил со старой цепи замок. Вот, чтобы было проще. Хотя я взял с собой вот эту штуку, блин. Вот, этот замок со старой цепи еле снял, блин, все грязно. Вот Флориде единственные подъемы это мосты. Поэтому ими как-то наслаждаешься так даже. Жарковато сегодня, 28. Кажется, вообще жарко. Так, сейчас отлив. Поедем вдоль океана. Будет круто. Ай. Сейчас в ловушку небольшую попали, ехали по берегу, а потом начался мягкий песок. Вот, а выезда оттуда не было уже. Приходится сейчас назад ехать. Уже милю, наверное, назад проехал, чтобы найти выезд, а не лесенки. Сейчас помылись хорошо здесь. Заехали в парк. Душиком вообще кайф. В общем, мы сейчас едем к мысу Канаверал и на юг, соответственно. И там есть два пути. В общем, вдоль берега, как мы поедем, и там альтернативный путь не вдоль берега. Вот, мы поедем вдоль берега, но я не знаю, проедем ли мы там. По карте как бы есть дорога, потом там тропа идет, тропинка. Но сможем ли мы потом свернуть? Потому что на мыс Канаверал сами мы не можем заехать, там будет забор, естественно. Там все охраняется. Вот, и вопрос в том, сможем ли повернуть. Если не сможем, то придется ехать назад. Там, я не знаю, сколько миль 20, наверное. Вот, но надеюсь, все будет нормально. В любом случае, лучше вдоль берега ехать попробовать. К тому же это будет сложный, дикий участок. Там миль 50, наверное, в общей сложности, и ничего не будет, ни магазинов, ничего. А я что-то об этом не подумал, даже хотя бы яблок, каких-нибудь фруктов не взял. Все позади, все магазины.
Ой-ой, воу-воу. Блин, фи для велосипеда $10. Я к такому не был готов, честно говоря. Короче, тут есть парковка вот перед КПП самим. Вот. И то есть там можно выехать за КПП. Но здесь, блин, шлагбаум очень низкий. И мы не пролезем здесь. Так что придется $10, наверное, платить. Блин, забыл записать. Короче, я подъехал к этой будке, там спросил у нее, ну, типа, можно проехать сквозь вот по этой дороге в Тайтлсвилл, город, ну, который рядом с мысом Канавералом. Она говорит, нет. Я говорю, ну, там же трейл есть. По Google Maps показывает, что там есть трейл. Она говорит что там после урагана, в общем, типа, все размыло, там в плохом состоянии все. Ну ладно, поверим на слово. Теперь нам возвращаться назад в Нью-Смирну. То есть сейчас миль 10 ехать назад. Будем ехать по другой дороге. Жалко, конечно. Жалко, ну ладно. Вот им, конечно, тоже так себе верить на самом деле. Я как бы не люблю там вот спрашивать у кого-то, есть ли там дорога. С Google Maps проще посмотреть, но она говорит, что типа реально плохо. Но что для нее плохо, для меня, может быть, будет хорошо. Да, в любом случае, все к лучшему. Главное, дорога идет, все живые, здоровые, все целое. А это ничего, может и к лучшему, ну реально. Ильдаркина игрушку раздавили. Выпала игрушка через окошко. Здесь надо окно сделать у него. В прошлый раз порвалось. Там то ли Ильдарка расковыряла его, то ли веткой. Не пойму, короче. Надо закрывать. На, Ильдарка, получай. Получи, распишись. Нормально? Ой, драма. Вот, блин, я когда-нибудь смог представить, что я буду покупать яблоки за $5 килограмм? Я бы охренел. У меня осенью в детстве мешками лежали, ну как и у многих в России, мешками лежали яблоки. Давай, подожди сейчас. Че, яблоки хочет он, блин. Да, сейчас возьму, малыш. Снова едем на тот мост, на котором были с утра. Заехали в Пабликс, купили 2 йогурта. Сейчас через мост вот этот проедем, будем ночевку уже искать. Я примерно там присмотрел уже. Вот, там есть велотрейл такой. И встанем. Так, он сидит, яблоко жует там. Обочины очень грязные. Много камней всяких маленьких, стекол. Проволоки всякие. Вообще поиск ночевки одна из самых моих любимых частей, наверное, экспедиции. И такая волнительная часть. Особенно здесь, во Флориде, потому что с этим проблема. Это вдвойне интереснее. Вот здесь трейл начинается лесной, все серьезно, так красивенько, обожаю вообще. Чисто такой европейский стайл. О, опоссум шмыгнул. Реально, вот это европейский стайл, такая лесная тропа, двухполоска велосипедная. Ай, красота. В общем, ехали по тропе, вот приехали к офигенной поляне.
возле пруда. Главное, чтобы здесь аллигаторов, крокодилов не было. А вон тропа уже здесь. Да. Проехали, в общем, сегодня 35 миль, из которых 25 точно бесполезных миль. Туда и обратно. То есть, ну, в плане маршрута бесполезных, конечно. А так-то мы что, жили, ели, да? Мы же никуда не спешим. Наслаждались моментом. Вот я сказал, что вот мне нравится находить место под ночевку, вот это все дела. Да вообще вот смысл всего путешествия, он складывается к тому, чтобы проехать много, устать, найти классное место, поставить палатку, там приготовить ужин, там чаечек, пивко, там, я не знаю, и кайфануть с чувством, с тем чувством, что ты не зря живешь и прошел классный день. И не загадываешь там, что будет завтра, что было вчера, вот живешь просто одним днем. Вот это про ягодки расскажи, как ты говоришь. Кто их кушает? Кваква? Кваква это, если что, птички. Йогуртики едим. Сейчас ночная температура примерно 20-19 градусов. Это слишком тепло для ночевки. Для ночевки вот оптимально, вот я проверил, 15 градусов для того, чтобы лежать в спальнике, в палатке. 15, там, да, 17, не больше уже. Но это так уже. Лучше тепло, чем холодно, слишком холодно. Потому что я свою спину, свою, как говорится, задницу наморозился за свою жизнь столько. А тут теперь я 20, что-то слишком тепло.